Добрый день, дорогие соотечественники. Сегодняшняя наша тема называется «Туркменский режим. Синдром Дауна». В настоящее время в постсоветском пространстве продолжается пожар. Туркменистан находится в его теневой стороне. Это не благодаря политических успехов руководства, нет. Они защищают себя коррупцией и тратой госказны Туркменистана в собственную выгоду. Еще первый диктатор, детдомовский воспитанник Сафар Мурат Ниязов, имел привычку дарить иностранным высокопоставленным лицам государства лошади. Он дарил эти лошади как будто со своей конюшни, как будто эта конюшня осталась ему от его предков. Почему дарил? Потому что тем самым он хотел отвлечь внимание мировой общественности к внутренним проблемам в Туркменистане. Еще в то время в нашей стране был страшный концентрационный лагерь. Наверное, знаете, помните, что на дорогах стояли посты, солдаты с автоматами. Везде проверяли паспорта, машины днем и ночью. Преследовали инакомыслящих, сажали в тюрьму. А саму икону, национальную историю нашу распродавали, дарили тому, кто в этом не нуждается. Потом эти лошади погибали в холодных, в зимних условиях или еще где-нибудь. Но Сафар Мурат Ниязов сумел на себя обратить внимание и отвлечь мировой общественности в какой-то мере от проблемы Туркменистана. Следующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, он сын тюремного надзирателя. Он воспитан тюремным надзирателем. Ежедневно, скорее всего, слышал разговоры о тюрьме и ежедневно слышал жаргон тюремный, и поэтому у него на уме ничего светлого нету и не было, потому что он воспитан так. Но в отличие от первого президента, все же он оказался хитрее. Мы никогда не узнаем, кому он дарил лошади бесплатно. И мы никогда не узнаем, по какой цене он продавал и сколько продавал хлопка. И по какой цене продавал газ по российскому газопроводу, по китайскому и по иранскому газопроводу. И как он строил эти мраморные дома. Именно вот в этих процессах находится тайна коррупции Бердымухамедова. И чтобы вот это прикрыть, он в 17 году, в 16 году проводил конституционную реформу, а в 17 году переизбирался, как вы помните, на 7 лет. Но его конституцию, его переизбирание и затем в этом году, в 2022 году, 12 марта, переизбирание его сына, мировая общественность не признала. Европейские страны и западные страны не признали конституционную реформу и переизбрание президента, избрание сына президента Туркменистана. Поэтому туркменская власть сегодня нелегитимна. Она нелегитимна. Поэтому
что происходит в СНГ сейчас, такие политические резкие перепады, и Бердымухамедов боится за содеянное, за свои преступления, и он начинает сейчас дергаться и бегать, и по всем инстанциям. Например, в Самарканд он поехал вместе с сыном, потом он поехал, встречался главой Верхней палаты российской и главой Нижней палаты, и предлагал, чтобы проводили саммит прикаспийских государств, парламентариев, саммит парламентариев, и он в нем сам хочет участвовать. Это как бы он хочет показать, что он занимается политикой, он знает в курсе дела, что происходит в регионе, и что я вам нужен. И если помните его встречу в Верхней палате в Москве, как там про него сказали, что у вас большой опыт. Никакого опыта этого вора, этого рецидивиста нету. Он обворовал казну, он ни одного экономического обоснованного проекта не довел до конца в Туркменистане. Да, и он продолжает свою преступную деятельность, но он, однако, боится оставаться один на один против требований закона, демократии и прав человека. А что произошло в Туркменистане за эти годы, многие знают. Можно об этом не говорить. Но почему я говорю, что он преступник, он вор? Потому что Царство Небесное первый ушел, с него никто не смог спросить. А этот пока сидит. Но за 30 лет никто не объявил цену на газ, как продается. Какой объем по китайскому газопроводу, какой объем по российскому, какой объем по иранскому газопроводу. Наоборот, придумывают интриги. Мы не договорились в цене, но газопроводы никогда не закрывались. Не надо обманывать народ. Да. Вот поэтому, если ты такой опытный политик, если ты такой умелый руководитель, Бердымухамедов, ты должен объявлять, сколько золотовалютных резервов страны в банках, в Центробанке в Туркменистане. А почему в других банках ты держишь деньги? В Центробанке держи, в Туркменистане. Ты их там не держишь. Почему нет конвертации? Это не преступление, это преступление. Конвертация национальной валюты означает его степень экономического развития. Конвертация и какой курс национальной валюты к иностранным валютам, вот он определяет степень экономического развития этого государства. А ты скрываешь это и ведешь черную конвертацию. Всеми руководишь ты. И приватизацию якобы объявляешь, и поставным людям продаешь, но себе продаешь. Все, что приватизировано, ты себе приватизировал в Туркменистане, Бердымухамедов. Поэтому ты вор, Бердымухамедов. Да, поэтому ты преступник, Бердымухамедов. Ты все скрываешь. Ты государственное сырье, материалы продаешь. Нигде оценок не говорится. Там на бирже, где-то там хлопок еще может быть какая-то цена. Но тоже там есть свои нюансы. Без этого ты ничего не продаешь. И также ты строишь, и у тебя баснословные процентовки на строительство, реконструкции домов в городе Ашхабаде. Ты дома-то строить не умеешь, берешь в руки, показываешь там какие-то проекты. Ты никогда инженером не был. Ты ни одного кирпича не положил на фундамент дома, чтобы построить дом. Ты просто понтуешься, чтобы прикрыть свое воровство, свое преступление.
Но это уже, Бердмухамед, заканчивается. Ты это понимаешь, ты поэтому бегаешь везде, чтобы про тебя не забыли. Да. Ты хочешь показать, что не только тем, которые еще сидят, а тем, которые там наблюдают со стороны, перед мировой общественностью, хочешь показать, что ты в этом регионе очень важный человек. В Туркменистане все остальные тупые, никто ничем не разбирается. Самый тупой, самый главный вор туркменский, Бердмухамедов, это ты. Да, тебе пора оттуда убрать. И никакой космический или Каспийский саммит не нужно. Каждой страны, прибрежной страны, есть по мировым нормативам статус, сколько он имеет право доли в этом водоеме. Вот это надо соблюдать. А это вы игру устраиваете. Вот мы Каспийское море делим. Вот у меня больше, у него больше. Мы его прищемим другого, чтобы он нам подчинился. Это игра. Вы никогда не поделите Каспийское море. И его делить не надо. Есть мировой стандарт использования водоемов в зависимости от границы или там другие варианты. Да. А вы выдумываете, просто хотите показать, что там есть политика. Политики нет вообще в Центральной Азии. В Центральной Азии и во многих других местах есть только воровство и насилие над народом. Да. Народы не имеют работу. Все бегают, ищут работу за пределами родины, а их молодые жены с детьми и безработные ждут, когда те пришлют денежки, чтобы купить хлеб. Да и хлеба нет в Ашхабаде. В очереди надо стоять. Бердмухамедов, ты самый первый, номер один негодяй из этих республик, из всех президентов. Ты приватизировать хочешь государство, но у тебя это не получится. Это уже поздно. У тебя сейчас начинается приступ Дауна. Ты дрожишь, ты иногда теряешь свой разум, Бердмухамедов. И ты бегаешь, как бы рыскаешься, найти себе защиту завтра утром, если придет другой ветер и другая волна, чтобы это тебе не снесло. Первым будешь снесен, Бердмухамедов. Запомни, и за все ответишь. За ворованные, даренные лошади, за газ, за хлопок, за разрушенные дома, за безработных, за беззаконие, за осужденных, за незаконно убитых в тюрьмах людей, даже в период Ниязова ты ответишь, Бердмухамедов. Уважаемые граждане, соотечественники, я хотел вот об этом вам сегодня сказать, потому что очень непростое время сейчас, да, вокруг нас происходят различные политические перепады в соседних государствах, и в Туркменистане это пока что сохраняется, потому что его поддерживает этот режим, извне поддерживает. И это уже скоро отойдет, и у нас начнется новое время, и мы будем давать оценку прошлому, происходящему сегодня, и Бердмухамедов за все ответит. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч. Я жду вас в эфире. Пожалуйста, смотрите, ставьте лайки, распространяйте его. Всего хорошего.